Привет, друзья! С вами Одинокий Джейсон. На днях я рассказывал вам о подкасте знаменитого красного горшка из Дагестана, типа историка Зураба Гаджиева, Яро Поклонка и Ингушей, консультантом всего ингушского. Своих у них умных людей не нашлось, они решили кадры из других регионов привлечь. Он даже сам готов просто так за бесплатно топить за это Ингушетию. Я рад, что у них есть такие неоценимые кадры. Сегодня разговор не об этом. Я тогда сказал, что я не буду плохо говорить про этих молодых людей, хотя вот самый зашкваренный среди них это вот этот Чаборс, сын известного ингушского общественника, деятеля Мусы Долгиева. Его зовут Руслан Долгиев, и он решил стать как свой отец, я не знаю, принести пользу для своей республики. Пользу можно приносить по-разному, не теряя свое человеческое достоинство, свое мужество. И по-разному можно, но вот он, вот любитель вот это истерики закатывает. И я просто вчера вышел вот этот подкаст с этим уважаемым, почтеннейшим Асхабом Гойгоевым. Сам этот мужчина, это папахи, он достоин носить эту папаху, хотя идеальных людей нет, он во многом ошибается, но он ингуш, этим все сказано. Ингуш заканчивается там, где начинается чеченский вопрос, он тоже. Когда в самом начале вот этого подкаста, Асхаб Гойго, он общественник, раньше где-то на каких-то должностях Ингушетии работал, скорее всего, грамотный человек. Если не был бы грамотным, вряд ли он туда попал. Но он не историк, не языковед, там, просто общественный. Сейчас, когда вот эта комиссия, Всемирный конгресс ингушей, вот он возглавил эту комиссию по определению границ Чеченской республики. Но это общественная комиссия, не парламент, а просто общественников. И вот этот наш Русик Долгиев, очень горячий молодой человек, энергии прет, я не знаю откуда, вот такие-то нарративы. Скорее всего, хотя отец на вид очень грамотный, порядочный человек, но вот сын совсем в другую сторону. Скорее всего, в школе учился на двоечке, двоечником был, потому что знание его истории, географии, его мышления иногда не каждый может себе такое позволить ход. Вот само название его, это подкаста Чаборстове, ингушское имя не нашлось, пришлось чеченское взять, а потом утверждать, нет, это ингушское. Идрис Базоркин из «7 веков» какой-то книжке 70-х годов он написал, вот он утверждал, что чеченцы говорят чеченское слово. Он утверждал, нет, это ингушское слово, потому что Идрис Базоркин осетин ингушского происхождения, вот написал в этом книге. Вот у них так все. Этот почтенный человек, Асхаб Гойго, тоже очень интеллигентный, он беседы ведет, и вот он тоже, как он, у них, скорее всего, вот чеченский вопрос их сразу всех дает. И вот это, можно же остаться порядочным человеком и не сказать, но
конечно, этот Руслан некоторых его высказываний кривил рожу. Ему это не нравилось, но это, вот он это и немножко правды чуть-чуть, и как бы ингушам хотел слышать, вот так он вел это весь разговор. Интервью очень большое, 2 чем-то часа, там 2,5. И я посмотрел на ингушском, потом на русском, потом они пришли на ингушский. С удовольствием посмотрел, хотя я очень тяжело смотрю эти ингушские, их, как сказать, роки, но приходится, потому что понять, вот я хотел понять, как даже простой ингуш, вот этот Асхаб Гойго, вот он, как вот просто природа вот этой страны, их поведения, природа их ненависти, почему они вот так сильно против чеченцев, почему им чеченское они обсуждают, вот осетинское пригородное они стараются обходить стороной. И потом я думаю, надо смотреть, где-то там заголовок у него пригородный район, там депутат какой-то ингушского парламента, и думаю, вот сейчас он заговорит про этот пригородный район. И самое смешное, знаете, он вел беседу с Исламом Гадиевым, депутатом законодательного собрания Республики Ингушетии. И в 2018 году он на вид молодой человек, как вот этот Руслан. И тогда он был еще моложе, скорее всего, это 8 лет тому назад. И вот он пришел вот рассказать про это, как это, тайное голосование. И у него вот пригородный район, это меня зацепил, думаю, что сейчас он раскроет свои секреты этого пригородного района. И вот он начал, говорит, как он стал депутатом, это Ислам Кадиев, и он расскажет, что именно из-за пригородного района, вот он хотел вот это, поэтому стал депутатом. Этот Руслан Долгиев его сразу же прерывает и говорит, это 30-летняя, это далекая история, это нам не так интересно, общество, но он так не сказал, но он сказал, что 30-летняя, это далекая история, давай с теперешнего, что имеется в виду 18-го года. Вот. И вот так получается. Сейчас он не успел даже ничего сказать про этот пригородный район, сама тема заявлена о пригородном районе, и он сразу перешел на чеченский вопрос, чеченский вот этот, 18-й год, нудно, как жандарм на допросе, вот он, почему ты тайно голосуешь, почему ты вот, дорогой мой, ты, наверное, двоечником учился, вот в советское время ты мог и как я учиться, но там преподавали географию, историю и основу права, вот этот закон. Вот это тайное голосование, бывает открытое голосование, бывает тайное голосование. Это не преступление, это он потом говорит, я так думаю, что это тайно проголосовал, чтобы другие они знали, что ты проголосовал за или против. Странное мышление, это человек, вот этот русских, как говорят некоторые наши чеченцы, у нас только 2 русских. Вот этот русский Бузуртанов, горский еврей, и вот этот русский Долгиев, вот 2 русских, один старик и другой молодой. Но вот если он идет по этой кривой дорожке, догонит. Руслан Бузуртанов, скорее всего, догонит с такими знаниями истории, географии, законов, он догонит этого русского Бузуртанова. И я так думаю, нас еще ждут очень много интересных моментов. Главное дожить до этих времен. И
Я вообще первый раз я с удовольствием, я могу себе отметить, вот удовольствием послушал вот этого ингушского вот этого общественника, который хотел сказать, если он мог, скорее всего, он был еще открыто, то, что ни один ингуш, не говорил, вот первый ингуш, это Асхаб Гойго сказал, что Сунжский район был присоединен к Чеченской области. Вот первый ингуш, вот он. Но он упустил, конечно, он не был бы ингушом, если он бы все с карты раскрыл, всю правду рассказал. И, конечно, вряд ли Чаборс его пригласил бы на свой подкаст. Сейчас последний был вот этот скандал с этим Чаборзом, как он умершего старика-чеченца, который участвовал в чеченских войнах, вот это оскорбил, и вся эта ингушская интеллигенция начала защищать его, вот это подонков, зачем его защищать, тоже непонятно. Я не так сильно знаком с этим молодым человеком, да я видел много подкастов, вот это Рамзаном Султыговым, я иногда просматриваю его вот эти произведения и башни, вот эти его истории. Да, лучше бы вот свой вот этот талант журналиста, репортера, вот где-то устроился бы на ингушское телевидение, вот там бы вот там бы то, вот ты решил свое ТВ создать, начал блогать, что это не запрещено, кто хочет, я тоже, хотя и пишу, писательством занимаюсь, но вот сейчас вот комментирую всякие вещи, которые очевидны, они очевидны. То, что вот они вдвоем 2 часа, вот они очень подробно все вот это шло, я заинтересовался именно, вот почему вот 2018 год, и вот эти территориальные, там заглавие вот этой статьи, заглавие, 2018 год, территориальный вопрос, вот это интервью заглавие. Вот поэтому я посмотрел ее. Вот когда вот эти разные вот эти банкиры, не так интересно слушать, хотя да, это тоже может быть тебя немножко от этого плохо тебе не станет, намного твои таланты, ум, вот это, когда ты много читаешь, когда ты смотришь, у тебя появляется очень много разносторонних интересов, идей, и, конечно, нужно смотреть ингушские паблики, почему и нет, не только чеченские, ингушские, осетинские, вот из-за этого вот сейчас то, что они обсудили, вот на все эти их вопросы, на их ответы, у меня есть ответ, свои ответы. Это не просто так я сижу, тут мне хочется вот так, чтобы это выглядело. Вот они свои хотелки давали. Этот Асап, когда он говорил, что надо было по-братски разделить, вот это насмешка такой-то над чеченцем, потому что он молчит, что они 2 чеченских района, Сунжинским, бывший Седахский, Малгобекский, себе уже присоединили, это он молчит, и еще смотрит в сторону других районов Чечни, и вот этот Чабор, странный молодой человек, вот жадность ему, скорее всего, они занимают, вот жадность, вот смотрит чеченские территории, вот сколько километров тысяч оно, это больше, чем Ингушетии, оно досталось чеченцам, а по-хорошему их дали взамен пригородные районы, которые отдали Осетии, поэтому 3 района чеченских натеричных. Это ингушское, должно быть ингушским. Ну, конечно,
вот этот Асхабу Гойго объяснил, что это нигде в документах нет такого, что это замена ингушского. Но если мы братьям, если мы это, мы должны были по-братски вот это. Вот когда вопрос касается ингушей, все должно быть по-братски. Джохар Дудаев вам же оставил. Это вас пожалели, вы, вот жалко вас. Вам оставили эти два района, которые всегда был в составе Чечено-Ингушской ССР, Чеченской области, Чеченских районов. Они никогда не были. У вас только был Назранский район и Алаштинский. И все у вас было. То, что пригородный район Северной Осетии, вот, конечно, вот надо нашим историкам, вот просто не стесняясь поехать в Северную Осетию, в город Владикавказ, в архивах посмотреть документы. Это, если там ингуши жили, это значит, это ингушские земли. Это нет оснований. Вот, если живут ингуши, вот в Сунжском районе они и жили, там устроили провокации в этом пригородном районе, всех своих беженцев. Между прочим, ингушей жило больше, чем Чечено-Ингушетия в Северной Осетии. 100 тысяч человек. Когда вот этот ЧССР распадался, их было 180. Их же не было так. Остальные были русские, чеченцы. И даже сейчас у них 300 тысяч, их нет. Вот своих. Они всех чеченцев приписали себе. И сами чеченцы, около 110% населения Ингушетии, население Карабалака, всех вот этих чеченцы, в седах 90% чеченцы живут. Такие странные вещи. И истории, конечно, немного обсудили. Вот это, когда зашел вопрос вот этих Сунжского района, но он указал, что вот он в составе вот этой чеченской области, но он не был бы ингушом, если он не бы... Вот он тоже, наверное, в социальных сетях сидит, вот это их... оративом. Вот он говорит половину правды, а потом идет по оративу. Он сразу же вспомнил, что доказательство того, что он говорит, вот это, что это так. Вахушки Багратиони, короче, карта Вахушки Багратиони 1760 года. А я просто сижу и думаю, может у тебя достать карту во время вот Золотой Орды 1200, и вот претензии на свой этот 1200 или 1000, а почему ты не взял карты 3000 век до нашей эры? Там тоже может быть какой-то вот этот Кавказ, там 100% где-то нарисован, а ты можешь утверждать, что вот этот Кавказ, это значит, это ингуши. То, что там ходили дикие кабаны и медведи тогда, тебе это нет, это ингушские дикие кабаны и медведи. Вот у вас вот так, вот территория, вот это, то, что там были, не были, вот точно такой же вот в Северной Осетии. Осетины вас сразу же раскусили. Они сразу поняли, вы у них, скорее всего, жили, вот этот Серго Орджоникидзе, за то, что он прятался у вас в Таджаратских горах и Киров. У вас были связи, конечно, тогда. И вы решили вот вспомнить Вахушки Багратиона. Потом это он не был бы ингушом, если не вспомнил бы вот этого академика Гульштейна, вот две вот эти. Вот академик Гульштейн, он указал сообщество, и там мы видим не ничего, что ты говоришь, некоторые чеченское сообщество, их говорят, что это ингушские. И вот очень убедительное доказательство, как вот этот красный горшок Гаджиев и карта имама Шамиля, вот это письмо, тайное письмо имама Шамиля султана какому-то. Вот это основание, что вот это ингушское, что имам Шамил, непонятно кто,
И вот, не карта имперской России, не карта мира, которую кто-то рисовал, вот это. Нет, это какой-то потрепанный листок, непонятно что, оригинал, не оригинал, но где-то в архиве лежит. Сейчас, скорее всего, состряпали, наверное, кто-то там еще раньше, у них же были, и нас же выслали, они в 2025 году, нас выслали в депортации в 1944 году. Вот какие-то планы во время советского вот это были. И, скорее всего, вот этот КГБшники любители вот этих баночек консервированных. Вот, когда нужно, они открывают, вот, у них шпионы тоже вот тут по всему миру законсервированы. Вот нужно баночку, они открывают. Вот точно так же какие-то баночки. И вот это письмо непонятно, он даже не юридический документ, письмо какого-то султана. Вот это. Вот никто раньше об этом не слышал, сейчас все услышал, хорошо. Вот это было доказательство, утверждать, что вот что-то ингушское. А карты, они не существуют в Советской, Российской империи, Советского Союза, сейчас Российской Федерации. Это нет, можно жить, вот у них как это интересно получается. Да, они хотят, вот они сейчас говорят, мы живем, у нас Ингушетия вот так, вот эта граница, кто-то там вот в 2018 году, нет, вы не имеете права это юридической границы Ингушетии. Вот они, когда им нужно, вот российской границы они, а когда вопрос с чеченцами, нет, они это не хотят, они хотят 1700 год, 1600 год, 1200 какой-то до нашей эры. Вот непонятно, какой-то разброс у них странный. И вот это, любой школьник, пятиклассник взял учебник, говорит, хорошо, в 1934 году вы, ингуши, пришли. Хорошо, как вы пришли? Я взял карту Ингушской области 1934 года, 1933 года или 1928 года. Посмотрел, это вы, да, это ваша граница. Взял карту Чеченской области, посмотрел, да, я. Суджинский район в 29 году вошедший сам казаки вошли в Грозненскую, Суджинский район вошел в Чеченскую область. Но они говорят Грозненскую область не была, Чеченская область была. И когда они входили, это Суджинского, Магребского района не было. Вот странно. А потом они доказывают не этими картами 29-го года, 30-го, 40-го, 50-го, 60-го, 70-го, наше время. Истории какие-то вот это непонятное что, где это... Просто ты можешь все что угодно сказать, какую нужно фамилию взять и утверждать, что это так. А ничего там есть еще сотни других громких имен. Берже, куда это вы деваете? Миклуха Маклай, Приживальский, и тоже путешественник, тоже вот это, и западный, и это. Нет, какой-то вот этот Саутия, как это. Сперва он был чеченцем, потом стал ингушом. Какой-то русский офицер. Вот это что-то вот интересно у вас получается, товарищ. И ваше утверждение, это тоже провокационный вопрос, это взамен ингушских, когда ингушских земель, вот очень просто, в 1956 году, когда чеченцы и ингуши были в депортации, без чеченцев, без этого, северокавказские главы северокавказских регионов собрались и проголосовали, чтобы пригородный район города Кавказ был в составе Северной Осетии. Это не чеченцы, это они замен. А этот Руслан Долгие утверждает, что вот это натеречные, Наурско-Щелковские районы, это чечен-ингуши отдали взамен вот это пригородный район. Когда чеченцы, двоечник, в школе ты, скорее всего, плохо учился, в 1944 году, когда чеченцы ингушей депортировали и упразднили Чечено-Ингушскую ССР, создали Грозненскую область.
Территория Грозненской области была 3 раза больше, огромная, до Каспийского моря. Туда раньше Дагестана с половины до Дербента, Дагестана не существовало, теперешнего Дагестана не существовало. Существовала Грозненская область, Чеченская, преемник Чечен-Ингушской Осетии, Чеченской области, Грозненская область. Там уже 13 лет эти районы находились в Грозненской области. Ставропольский край не передавал Чечено-Ингушской ССР, когда в 1957 году установили ни одной клочка земли. Эта Грозненская область передала Чечено-Ингушской ССР, восстановленной, вот эти земли. Точно так же 40% территории нынешней Дагестана с Каспией, вот Грозненская область, она до Каспии была. И вот отдали дагестанцам из Грозненской области, не из Ставропольского края. Чечено-Ингушетия и Ставропольский край никаких земель не получала. В 1944 году Грозненская область получила. Вот это важно, вы дочник, вот этот мужик, мне не кажется, что он дочником, он грамотный, эрудированный человек. Ну вот это ты двоечник, ты вообще достал, если честно, очень достал своей глупости. И своими детскими хотелками, как в садике. Я хочу это, я хочу ту песочницу, я хочу это, как ребенок маленький. И вот этот ненависть тебе, вот ты ярый чеченофоб, вот ненависть чеченцев. Вот этот человек пришел рассказывать про пригородный район, ты сразу его, депутат, обреваешь, это говоришь, ты 30 лет тому назад, и сразу перешел на 2018. А не пора ли забыть вот эту историю тоже? Вы же забыли свой драгоценный пригородный район? Скорее всего, он к вам никакого отношения не имеет, как мы вас допустили в свой Сунжинский район, ваших беженцев, Малгобекских. Точно так же эти осетины вас допустили себе. Они думают, как мы думаем, вы приличные люди, и вы вот это Асабу Гойго рассказывают какие-то сказочки, прежде чем там были казачьи станицы, были ингушские села. Камон, надо быть немножко посерьезнее. Какие ингушские села? У вас сейчас под микроскопом разглядывают. У вас 46 населенных пунктов с городами, со всеми вот чеченскими. У вас там все чеченские села к вам пришли. И то у вас, сколько у вас было тогда? У вас 30 населенных пунктов не было. Какое население у вас было? Когда у чеченцев был почти 1 миллион человек, у вас 180 тысяч не было. Это по переписи. Да, в Осетии, наверное, жили. Где-то там вы жили, там в Москве, я не знаю, где вы жили. Но в Чечне-Ингушетии вы не жили. И вы вот сейчас претендуете, вот это тоже рассказ странный, вот этот мужчины. Вот как это должно вот, поровну делить. А то, что уже вам братья дали, это не смешно. Поэтому он осмехался, он же в голове, вы же 2 района дали, давайте еще подкиньте нам. Вот странно у вас вот эти. Умом вас, конечно, не понять, товарищи мужчины, критики. Скорее всего, вы должны подвергаться критике, потому что вот это ваш детский сад, вот сидите, это ваша хотелка. Вот извините, я тоже хочу быть богатым человеком, миллионером хочу быть. От этого что я должен всех, что я должен? Я должен работать днем и ночью неустанно. Это я должен заработать эти... Леон, а не так в студии сидеть и мечтать, вот там оттяпали, тут оттяпали. Наоборот, вы все тяпаете. И вот какой-то жирный кусок Чечен-Ингушетии, у вас же 500 тысяч нет, там 100 тысяч чеченцев. Зачем вам земли столько? У вас нету, вы не проживаете. Вы в село, города надо строить, как в Грозном. 30 этажных дома начинаете строить, товарищи ингуши. Вот место вам всем будет.
Вот территория ваша, там 2-3 Сингапура туда поместить. А в Сингапуре знаете, сколько человек проживает? 5 миллионов человек. На все оставшиеся поколения у вас земли достаточно. Да, сейчас вы живете одноэтажных домах, будете потом жить 20-этажных. Вот разница. Или 10-этажных. Вас же очень мало. Вас же очень мало. Если чеченцы оттуда уедут вообще, красную книгу вас, скорее всего, занесут. И я не знаю, зачем это надо, вот эти детские хотелки, вот эти старые подскраи отдали. Кто отдавал Старовское право? Никто не отдавал. Это они отдали Грозненской области, Русской области. Это была Русская область. Они хотели вот Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовский область, потом была Грозненская область, потом Астраханская, Волгоградская. Вот они хотели вот такой пояс сделать, и Русской области, Грозненская область отдали, там чеченцы не проживали. Вы ошибаетесь, дорогие мои. И вот как эта история, вот так переворачивать и рассказывать сказки, которые вы хотите. Что рядом осетины, любой осетинский профессор вот расскажет, как это пригородный район. Мы пригородный район никакого отношения не имеем. Вы тоже не имеете к этому пригородному району сейчас никакого отношения. Вы подписали договор, вы согласились, вас любимый Руслан Аушев отдал. И вот это другие отдали. Вот это. Никаких претензий нет же у вас. Это преамбула вот этого. Никаких претензий. Вот чеченцам претензии у вас имеются. Вот чеченцы вы пожизненно сейчас выкатываете пожизненно. А Чахамартанский район нет, это там чеченцы не жили, это жили ингуши. Вот от северной территории хотите, хотите, может, все что угодно. Я не знаю, если вы не наркомане там, скажите, качественные наркотики, азрани или гашиш, я не знаю, что там. Потому что чем вы там накуриваете, вот это мне хотел, или наколитесь, хотел бы узнать. Такие бредовые идеи, и вот это живут в этих идеях, и вот возмущается вот этот молодой человек. Тебя нужно возмущаться, знаете, не в сторону чеченца, это не в сторону чеченца. И вот мы вот это утверждение, вот это Асхаба Гойгова, тоже вот это, мы вошли в Чечению. А что Чеченгурская область, Чеченгурская Азия была чеченская? Нет, это советская, Советский Союз, это с Москвы там, это русские там командовали. Как, вот эти вот претензии ваши, вот это детские, непонятно. Ну, не знаю я. Странные люди. Ох, если я знал бы, что вы такие великие люди, товарищ Ингуши, я бы, не знаю, при встрече королевский вот этот салют давал бы. Мистери Ингуши. Вот вы сами вождь, с ума сходите скромно. Сумасшедшие люди. Какой-то фильм был тоже. Они ходили с ума, как бы жили нормальной жизнью. Ходили из школы, работали, влюблялись, женились. Там, не знаю, какие-то будни были. Но они же ходили с ума. Точно так же вы вот это всякие эти хотелки рассказываете, по чуть-чуть ходите с ума. Этим вы заражены вирусом, каким-то ингушским вирусом. Какой-то мания величия у вас. Это пациенты психического дурдома, психической больницы, дурдома. Вот вы их сходите с ума по чуть-чуть. И прилично даже вот этот человек сидящий, да, он скромный человек, он бы, может быть, был бы на телевидении Чечни, он бы вот правильно, ровно, 50 на 50 бы говорил правду. А тут, конечно, у этого ярого ксенофоба, вот этого
мальчика Русика Догеева. Он брал интервью вот это Иси Кадзоева про своего отца, решил фильм сделать из него великого мученика, там, не знаю, основателя Ингушетии. И вот это, мне странно показалось, я тоже смотрел этот ролик, тоже Исаак Кадзоев, не был бы Исаак Кадзоевым, жителем Ингушетии, тоже осетин, осетинская кровь, оттуда вышел. Они все патриоты такие. И вот это, он участвовал там где-то там в какой-то поселке, ну это северных вот эти, ближе к нам. И вот это, долгие вот это, он был учитель, это вот их, вот эти, и вот у него, они ходили в гости, у него очень была дружба, и вот Муса Дальгиев 30 лет с ним не общался. Вот это, они были оба на общественных вот началах, вот это создавали как бы это Ингушетию, и вот два очень близких человека не общались 30 лет. Вот ваш отец, Руслан Долгиев, пошел в бизнес и забыл бедного своего, бедного учителя. Вот, знаете, нравственность, нет нравственного вот этого черты. Вот потом слушаешь, такие темы заводят, это начинают вот индюшки, честь, достоинство. У вас нет это, не чести, а не достоинств. Вы себя как ведете? Истерики у вас. Истерики по поводу я не знаю, Азранжин не тайга. Неужели там нет школ, библиотек? Хотя бы поедьте кто-нибудь ингуш-товарищ, в Москву, где-то в Ростов или в Ставрополь. Зайдите в эту библиотеку, посмотрите карту Советского Союза, Российской Федерации, где ингуши жили, где жили чеченцы, как ингуши, с какими территориями вошли в состав чеченской области и образовали Чечено-Ингушский СССР. До этого, как они оказались в этом пригородном районе. Это же можно, это все можно, это можно прочесть, можно увидеть. И, ну как это, камон, ну как можно вот так себя превозносить, вот так про себя. Ой, да. Да, как говорится, тяжелый случай, конечно. Тяжелый случай. И вам нужна действительно помощь. Бог вам судья. Бог вам судья. А мне кажется, что у ингушей не хватает нравственного ориентира. Вот этот человек, который уважаемый и очень почтенный, хотя и не историк, знаменитый писатель, я не знаю, но можно быть порядочным человеком, порядочным ингушом. И вот наоборот, это молодежь, которая они слетели с катушек. Вот они в социальных, это, всяком хламе, везде они роются, все вот это. И я не знаю, как, если никто вот так не будет в студию приходить, вот он так осторожно это рассказывал, и этих нарративов, он же знает, что потом весь этот тейп на него нападет, эти соседи будут как сумасшедшие на него огрызать. Зачем? Человеку же не хочется, он живет себе комфортной жизнью, худо, бедно, богатстве, бедноте, но живет сам по себе, в своей семье. И вот ему нужны нападки этих родственников, этих представителей тейпов, этих сумасшедших блогеров ингушских. Поэтому, скорее всего, и этого человека Асхаба можно понять, конечно. Можно понять, зачем ему это надо. Мы же не сможем его защитить. Он же живет там среди них, и поэтому вот так они всех их давят. Нужно немножко, знаете, как в Германии тоже было такое же. Они же заболели нацистской болезнью, и вот их вылечили, их
вылечили, хотя не полностью. Точно так же вот это ингушам тоже не помешает. Трезвые голоса нужны. Это как глоток свежего воздуха. Вам не надоело одну и ту же заезжую пластинку? Вот это. Вот это. Я представляю, когда вот этот... Я сейчас смотрел и думаю, Руслан Долгиев, сколько ты пакостей, сколько ты гадостей, сколько ты немужских поступков совершил в этих чатах. Вот такими вот эти у тебя соломы в голове. Вот ты, и мне ты, скорее всего, приходил, там писал эти гадости. Вот вы такие ингуши, такие патриоты, на словах этих студиях вы патриоты большие. А делами вы никак. Ну, хорошо, прозомбируйте там несколько тысяч человек. От этого ваши ингушеты не станет велики. От этого вы не возвестись. Вам пора бы, конечно, оставить чеченцев в покое. Это осетины вы оставили давно в покое. Их про них вы не вспоминаете. Как будто бы мы вас выселяли оттуда. Как будто бы мы вас. Если ни один чеченец, ни одного ингуша к стенке не поставил. Наоборот, мы чеченцы, чечен-ингушеты вы вот там жили, я не знаю как. Нас дискриминируют русские, чтобы вас возвысить. Вот вы, у вас вот Понтовский вот эти, ваши ингушские писатели, которые никакого отношения к чечен-ингушете не имел, Идрис Абазур, который жил всю свою жизнь, владыка, это вы же утверждаете, это вы говорите, он никогда вот это не жил. Вот они печатали его книжки огромными тиражами. Я первую свою книжку войнахскую чечен-ингушете прочел этот Идрис Абазур из «7 веков». Странная книжка, конечно, какой-то вот это, но да, ему быть. И вот я почему-то читал это ингушским писателем, который живет или на Назране, или в Грозном. У меня никогда в жизни в голове не было такой, что этот осетинский писатель, который живет, если он живет в Осетии, это осетинский писатель. Если он живет в Чечен-Ингушетии, это чечен-ингушский писатель. Если он живет в Дагестане, это дагестанский писатель. Такой же не может быть, живя всю жизнь, человек живет в Дагестане, он пишет там, а потом он почему-то является чеченским. От того, что он на русском языке, он же даже на русском языке я читал эти «7 веков», и вот он же не может, вот так странно, вот странно с вами, ингушами. Сколько мы пережили за эти 60-70 лет совместной жизни, сколько мы настрадались от вас, вы в городе, такие понты, понтанутые. Сейчас вдруг вспомнил, что вы ингуши, никто не хотел жить на Назране. Почему у вас там 28 тысяч человек, а не проживал во все эти, в ваших, в кавычках, Ингушетии, в составе Чечен-Ингушетии? Вы все жили в Грозном или в Владикавказе? И сейчас какие претензии к нам? Что вы хотите к нам предъявить? Что вы хотите от нас? Вот это я не могу понять, как я вообще удивляюсь вам, ваши, вот маленький ребенок. Маленький ребенок. Пора повзрослеть, дорогой Руслан. Знаете, надо обиду отпустить. Бывает, человек тебе обиделся, ты же это забываешь потом. Вот у вас какая-то родовая травма. Я бы понял, бы ты была бы женщиной, ты беременна, такая травма родовая. Ты же мужчина. И как это плакать? Тебе не стыдно? Мне было бы стыдно, конечно, сын такого известного человека, у вас все известны. Это учитель сельский, этот Исаак Адзоев, народный, всемирно известный, там, светил ингушской, вот это, чабаны, колхозницы, да, власть советам, труженикам, работникам, вот у вас так. Свое вы возвещаете, такой маленький вещь, о, такой большой. Никто про это ингушетию не знал, никто это ингушетию не описывал. А мы вдруг захотели, я не знаю, с каким-то трудом, вот 30 лет уже пора бы что-то успокоить, вот вы создали новую столицу.
границы укрепили, все, семейные признанные границы теперь у вас озывает в своем объеме. Если вам не нравится это, что в Ингушетии это мало территории, взял чемодан, вокзал, Амстердам, чемодан, вокзал, Москва, чемодан, вокзал, Владикавказ. Вы же свободны в своем выборе. Вот ты сидишь, это Назрань, да, это тебе угнетает, это колхоз. Не город, не село. И, конечно, по-хорошему, Назрань, это как Грозный основанный город, он должен был быть современным городом. Нет, вы хотите Владикавказ, осетинам. Это никогда она не была ваша. Вот это я не могу понять. Какая-то часть, какой-то туалет, это Владикавказе, это ингушский. Вот это я не пойму вас. Оставьте это не ваше. Вот создали бы из Назрань столицу, сделали бы из него современный город. Вот вы так и ныли бы, коллеги, от безвыходности, ноете. От вашего нытья вообще я не знаю, какой я был счастливый человек, когда я вас не знал. Честное слово, какой я был счастливый человек. Вот мне это надо каждый день про вас писать, про вас это ролики снимать. Я простой, я не блогер, я не журналист. Я просто вот я как сосед ваш, как гражданин бывшей Чечении, Ингушетии, просто, конечно, вы касаетесь меня, и я касаюсь вам, потому что мы два соседских региона, братский регион, одна вера, одна религия, одни адаты, одни все. Вы нет. Чеченцы это не про нас. А про вас что? С пробиркой вы же не можете вылепиться птенчик ингушский. Нет, у него какие-то корни были, когда-то он совместно проживал, как вычеркнуть 60 лет совместного проживания в Чечне Ингушской Осетии. Почему про это вы не вспоминаете никто? Вы вспоминаете свой Владикавказ, это пригородный район, плачетесь. А почему вы вот эту сторону не смотрите? Почему вы не вспоминаете, как вас обогрели, как вас пригрели? Что, чеченцы хотели вас? Чеченцы вы нужны были? Чтобы вы приехали в город Грозный, заселились десятки тысяч этих ингушей, все захватили, все рабочие места, все квартиры, все, это вам, вы фабрики устроились, квартиры давай, вы же там красиво жили, не мы, чеченцы. И вот вам хватает наглости, претензий к нам еще предъявлять. Вам не кажется это слишком? Или я что-то не понимаю в этой жизни? Это вы слишком хитрые, как я хотел это грязное слово сказать, воздержусь. Вот с вами свяжешься, от вас оберешься, как говорится. Вот такие дела, дорогие мои. Жалко, что вот так оно происходит. Очень хотелось бы, чтобы все было не так. Вот мы друг друга ходили в гости, веселились, радовались, помогали друг другу. Вот. Все равно вы от нас открещиваетесь. И вы маленький народ, вы не в состоянии все это заглотнуть, все это переварить. Вам это не по силу, поэтому вот такие острые вот у вас эти, то одну сторону вы перекосы, другую сторону. Поэтому очень большая ошибка у вас. Вы сделали от всего чеченского отказаться, все чеченское себе присвоить. И вот на этом чеченском поехать. Очень легкий путь. Всегда эти вы ингуши, искали легкий путь. Вы трудностями не хотите. Вы не хотите Саскове, когда народы Кавказа за эту свободу умирали, вы этого не хотели. Вы договаривались с царями, вот подписывали, что нужно. И у них вот, на службе милиции, это вы были, вы хотите утверждать чеченцев. Вы милиции были, вот все, что вот это, тогда вы предавали нас и сейчас предают самые трудные минуты. Это печальный итог, конечно.
Вот каждый человек, каждый чеченец, вот они для себя, вот этот человек сидящий решил для себя, что чеченцев им никто. Вот точно так же я, чеченец, имею полное право назвать вас никем. Никогда вы не были никем, никогда не будете никем. Потому что от своих корней, если вы отказываетесь, вот эта граница, вот этот Надранский район, вот этот у вас, больше вас нет. Вот, вот будете орать, кричать, ночами не спать, вам это не прибавить. Вам никто, вот вы воспользовались сложной ситуацией чеченцев, прихватили 2 это района. Но это ничего страшного, мы сами вам их отдали. Если вы свои рты не прикроете, не будет вот этот еще возникать, конечно, обратно. Это мы, чеченцы, имеем юридическое право в Конституционном суде, где угодно, что это наши земли, по юридическим документам у вас обратно. Юридическое право на нашей стране. Как русские же Крым когда-то отдали, а потом сказали, нет, это неправильно. Вот вам пример России с Украиной. Далеко не надо идти, знаете, эти примеры вот тут рядом. То, что Чечено-Ингушский, Ставропольский край, Чечено-Ингушская ССР, ничего, вот запишите для себя заметочку, чтобы так не позориться, это дочники, не нужно, вот потом вы палите ингуши своими злобой, вот, мы не чеченофобы, мы никаких претензий чеченцы не имеете, вы чеченофобы душой, вот ненавидите их, вместо того, что ненавидеть своих врагов, которые вам, вы так считаете. Я вот так сейчас думаю, что я не верю вам, потому что то, что вот мне эти мужчины рассказывают, что при Гитлере происходило, это неправда. Я не верю. Это, скорее всего, да, был конфликт, когда конфликт, какие-то бывают и жертвы, и с той, и с другой стороны, это было. Но не было вот этих кошмаров, геноцида мужчин, как вы хотите это представить, потому что вы же сейчас на ровном месте же представили, что чеченцы там отняли землю у мужчин. Вот точно так же вы вот это, поэтому вы не об этом не говорите в своих пабликах. Они рассказывают. Это 30 лет, это даже 30, да, это же не так давно. Парижская смерка с наше современное время. После распада СССР это было. И в это вы не любите вспоминать. Скорее всего, при генерале уже вы знали, что это не ваш, вы потом, а вот чеченцы же братья, а там же можно еще поиграться, можно еще что-то вытравить. Главное, нам сейчас вы куда-то спешите, зачем, я не знаю, чтобы сказать, мы в каком 2005 году Руслан Долгиев сказал, что вот видите, вот он сказал, он еще книжку напишет потом, и вот в его книжке Руслана Долгиева в 2005 году он сказал, что Ставропольский край отдала 3 района Чечено-Ингушская ССР взамен пригородного района города Владикавказа. Это должно быть Ингушское, а там подлые чеченцы себя захватили. Никакого Ставропольского края ничего не давал. Это Российская Федерация своей русской Грузинской области, она исторически существовала и до этого, до образования Чеченской округа, Чеченской области, это историческая, Грозненская область, это историческая. То она бывает чеченская, то она бывает грозненская. Вот так оно идет по истории. Вот они свою русскую область, где не проживало ни одного чеченца, все русские, вот они дали эти не 3 района, вы ошибаетесь, там почти 10 районов было. Это какая-то часть, я не знаю, Калмыкии, Астрахань, очень много, до Каспийского моря это было. Вот сейчас половина Дагестана на землях Грозненской области. А почему вы молчите об этом? Что мы же тоже можем, как вы, в составе нас, она 13 лет находилась.
составе Гродненской области. Мы тоже имеем точно такой же. У вас вот этот какой-то 1800 каком-то году, там, после Кавказской войны, и царские вот вам, вот это, что, потом это сами ушли, и вот это вы это утверждаете. А мы тоже можем так же утверждать, что вот этот весь Дагестан, это наш Чеченский, потому что половина Дагестана, Гродненская область. И самое главное, это не обмен. Вот у нас горные вы двоечники, ты же не учился в школе истории, скорее всего, а не изучал в школе или географию. После выселения закрыли все горные районы Чечни. Только Веденский, предгорные районы, Веденский, Аджа-Юртовский, бывший Саянсановский, и советский, нынешний Шатойский, 3 района открыли, а все остальные районы закрыли. Чеберлойский, Шаройский, Итумкалинский, Галанчорский, все эти районы были закрыты. И вот обмен на это, там пастбищные земли, и вот обмен на это, пастбищные земли нам, вот это, чтобы пасти скот, вот это дали. Вот это с Гродненской области нам вот выделили. Точно так же весь Дагестан раньше жил в горной части, им пастбищные земли дали вот это из Гродненской области. Сейчас 40% территории Дагестана это из Гродненской области пастбищные земли. Это степи, сказать степи, да, можно сказать степи, но там можно посадить деревья, там виноград, там людям можно жить. Вот это все, вот такая история. Вам, конечно, грамотеям. Вы любители манипуляций, любители вот этих сказочек. Вам, правда вам нужна вот своего вот хотелки. Вы хотите вот так? Вот. Смешно даже, смешно. Ну, вот такой был, не хотел про этого человека говорить, дорогие вот эти провокаторы, но пришлось. Пришлось из-за этого почтенного джентльмена, который посетил его. Вот и знаете, почему он прискакал, этот Асап Гойко? Потому что этот Башлам, этот Чимаев на подкасте с Сулим Кудусову, и противовес он сразу вот этот подкаст сделал, чтобы вот это все, чтобы вот это, ни историк, ни географ, ни писатель, ни этнограф, ни политолог, общественный деятель, который раньше где-то в государственных, чиновник, бывший чиновник, и вот он этим докладом прискакал рассказать, вот, почему ему все правы, а почему чеченцы не правы. Хорошо, поверю вам на слово. Пока-пока. С вами был «Одинокий Джейсон». Очень тяжело мне вот целый час говорить без остановочки, без дублей, без ничего, без монтажа. Поэтому вот вы смотрите такие подкасты, там очень грамотно, все красиво. Они же монтируют их красиво. Вот у меня тоже очень лишнее, я же не могу убрать это, лишние слова, лишний вот этот шум. Ну так, пока-пока, с вами был «Одинокий Джейсон».